представителей удивительных организаций. Это музей, квартира Александра Сергеевича Пушкина, представитель старший сотрудник Минкина Ангелина Ивановна, и директор государственного пушкинского заповедника в Михайловском Василевич Георгий Николаевич. Пожалуйста. Дорогая Саразина, коллектив нашего Всероссийского музея Пушкина поручил мне поздравить вас искренне с вашим юбилеем, передать самые сердечные пожелания, самую большую благодарность за нашу творческую, долгую, искреннюю, большую дружбу. То, что делается вами в концертных залах Петербурга, всегда очень дорого слушать. Но мне хочется думать, что в доме на Мойке, где жила княгиня Волконская, и где произошло одно из самых трагических событий в истории русской культуры, собираются особые слушатели и собираются особые исполнители. И поэтому мне кажется, что особую благодарность надо принести вам за то, что вы в этом доме всегда самое желанное, всегда самое необходимое наше гостья. И хочется пожелать от души большой-большой творческой дальнейшей работы на долгие-долгие годы с музеями пушкинскими и с Пушкиным. На самом деле, Сайра Азымовна один из редчайших людей, в сердце которого живет пушкинское время. И с этим поделать не дано ничего, никогда и никому. И именно потому, что это так, из поколения в поколение. Эти немногие люди, а у нас на глазах происходит это совершенно удивительное чудо, из поколения в поколение происходит то, что только и может произойти. Потому что передать Пушкина, передать ощущение его живого рядом, здесь, с нами, передать ощущение живого пушкинского времени можно только от сердца к сердцу, из рук в руки. Можно делать только так, как Сайра Азымовна делает это на протяжении многих и многих лет, а сколько бы их ни было, всегда будет мало. Мало для всех, для нас, потому что стоило случиться так, что ее нет с нами, и у нас все не ладится, все валится из рук, у нас не получается то элементарное, что нам хотелось бы сделать. Вот буквально недавно у нас так и произошло. Потому что с нами не было, просто Пушкин не захотел идти туда, где нету Сайры Азымовны. Это он совершенно ясно мог всем понять. Поэтому на самом деле вы действительно, и вы, и Семен Степанович, и многие люди, без которых музей-заповедник себя не мыслил, не мыслит и не будет мыслить никогда, вы действительно для нас то время, в котором нам счастливо жить, в котором мы хотели бы жить всегда. И поэтому, на самом деле, мы вас любим и будьте всегда с нами. Сайра Азымовна не только работает в городе, она большую работу проводит и в селе. Уже на протяжении 12 лет в Царском селе Сайра Азымовна ведет великолепные концерты «Молодые голоса». Это циклы вечеров в концертном зале Царского села. Мне поручено, Сайра Азымовна, выразить вам огромную благодарность от имени царскосельских любителей музыки, пожелать вам здоровья, успехов, и на память мы дарим вам альбом «Император Александр II» и «Царское село».
Я хочу на сцену пригласить для приветствия скрипача Георгия Седух. Пожалуйста. Дорогая Сара Зимина, я счастлив быть сегодня здесь, потому что Сара Зимина – это ярчайший пример человека, который попал в нужный момент на нужное, для него отведенное Богом место и делает, и делала, и делает, и будет делать свое дело еще много лет на благо не только музыкантов, а и всех культурных людей в нашей стране. И я счастлив видеть сегодня Сару Азарину в такой прекрасной форме. И, как всегда, очаровательной, пленительной. Спасибо вам огромное за все. Будьте здоровы. Два скрипичных соло из балета Чайковского «Лебединое озеро» исполняет Григорий Седух, партия фортепиано Виктория Пайкина.
Я приглашаю на сцену для приветствия директора музея Римского-Корсакова в городе Тихвине Степанову Анну Алексеевну. Пожалуйста. Я хочу сказать, что Петербургская консерватория несет прекрасную музыку на родину Римского-Корсакова в городе Питер. И, конечно, если едут студенты Цайразымны, то всегда это высокий профессиональный уровень. Я хочу сказать, что тихвинские мотивы звучат в творчестве Николая Андреевича Римского-Корсакова. И всегда, когда приезжают студенты консерватории и педагоги, и профессор Соловский, который приезжает с хором, и концертное исполнение «Снегурочки», и романсы Римского-Корсакова, и скрипачи приезжают, замечательно. И, конечно, тихвинцы всегда очень рады, потому что в нашем городе нет высокой классики, нет. Потому что у нас вокальные, у нас фольклорные коллективы, а вот исполнение музыки, исполнение произведений Римского-Корсакова достойного уровня композитора звучат в исполнении мастеров Санкт-Петербургской консерватории. Я поздравляю Сайразымну, желаю здоровья, вот такой петух, и тереком самой светской жизни. Мы отмечали 150-летие, и Сайразымна привезла яблонь и посадила в мемориальном саду в доме римских Корсаков. Влияние Сайразымны настолько велико, что от отряда космонавтов до шахтеров найдутся люди, которые знают Сайразымну. Я с удовольствием представляю слово на этой сцене заслуженному врачу Российской Федерации, главному врачу городской больницы имени Скворцова-Степанова Агишеву Владимиру Георгиевичу. Пожалуйста. Дорогие друзья, разрешите вас, Сайразымну, перед вашими близкими друзьями, поздравить от имени коллектива больницы, это крупнейшая больница города и страны, она обслуживает половину Ленинграда и Петербурга. Благодарить вас за то, что благодаря вашему участию уже многие годы в стенах большого концертного зала больницы звучат чудные голоса будущих и настоящих звезд нашей сцены. И нужно видеть, дорогие друзья, как светлеют лица и как раскрываются сердца душевных больных, которых Сайразымна воспитывает высоким искусством, и это очень дорого стоит. Еще раз спасибо большое. Я хочу пригласить на сцену, предоставить слово заслуженному деятелю искусств России, художнику Гилазову Рашиду Акмаловичу. Пожалуйста. Высказываний, поздравлений, вы уже поняли, что Сайразымна – это творческий человек, и она подвижник. Подвижник во всем. Мы с ней недавно были в Казани, участвовали знаменитый для Татарстана и, может быть, и для России журнал «Сюндика». И общаясь там с творческой интеллигенцией Татарстана, вы знаете, ее все знают, все любят, и все ее ждут.
она связующее звено не только между поколениями с времен очень сложных, блокадных, а она еще связующее звено не только и музыкантов, но и художников. 4 года назад, ровно 4 года назад, она помогла мне организовать выставку в музее Пушкина на Мойке 12. Я там сделал небольшую скромную выставку. И вы знаете, когда я чем ближе соприкасался с Айрой Азымовной, я никогда бы не сказал, сколько ей лет. Хотя уже... Постепенно созрела мысль написать ее портрет. 2 года назад я уже начал, небольшой портрет мы сделали, но я, как все творческие люди, наверное, не был удовлетворен, и чем больше ее зная, и решил создать что-то такое, получше, мне кажется. Образ творческого человека очень трудно создать. И я очень приятно был удивлен, когда господин Чернышенко правильно сказал, что она занимается незаметным, казалось бы, делом всю жизнь, любя это дело, сея добро везде, где бы она ни была. Много портретов не тех людей гуляет, и фото, и телевизионные, и так далее. Я думаю, что вот то, что я задумал написать ее портрет, оказывается, я не единственный человек. Мы вместе, можно сказать, задумали, параллельно, независимо друг от друга. И еще очень хорошо сказал Саидбагин Анвар Иванович. Он пожелал Сайре Азымовне 1000 лет. Вот я этим портретом тоже присоединяюсь к этому. Подарю одну из своих стихов. Спасибо, что вы есть. Утро тихое мне дарит по зрачкам. Свежий воздух обхватил мой стан. Транспорт, как верблюжий караван, развезен ленивых горожан. Перед взором замелькали вновь окна, двери питерских домов. Шпиль дворцовый нежно предложил погулять по площади манил. Вот и мойка ласково блестит. Здравствуй, говорю. Она молчит. Да, конечно, рядышком Нева. Мойка малая молчать должна. Я с огромным удовольствием приглашаю на сцену солиста Мариинского театра Эдема Умерова. Пожалуйста. Композитор Яхин. Романс «Минуты трудные». Концертмейстер Виктория Пайкер.
лице Гуркаленко Валентины Ивановны. Пожалуйста. Дорогая Сая Разумовна, сегодня все музы у ваших ног. Но только кинематограф, синтез всего, изображение, слова и музыки. И я думаю, что всю полноту вашего образа может передать только кино. Поэтому я прошу вашего внимания. Это один из первых фильмов, которые созданы в аудио-видеоцентре консерватории, поэтому не судите нас строго. И все. Я родилась 26 марта 1922 года в деревне Ключище Горьковской области. Так у меня написано в паспорте. А тогда это была Нижегородская губерния, и район это расположен между городами Арзамас, Сергач, где издавна жили тюркские племена, нас называют Мишарами. Дед мой был священник, мула в большой деревне, где 6 мечетей было. И 2 сына, Литфула и Азимов, тоже учились в духовной школе. Я не скажу. Во-первых, всем большое спасибо. Я думаю, что я только благодаря вот этих стен, хороших людей, мне вообще в жизни повезло, что всегда меня окружали хорошие люди. И спасибо вот молодежь, которая здесь учится, наверное, потому я и не старею. Спасибо большое всем. Спасибо. Спасибо.
Думали об этом там рядом с Насибулиным. Вот. Даже это самое, потрясающе, да. Он очень теплый. Давайте, да. Потому что слишком, большие силы действуют для того, чтобы нас рассказать, да. Ну, Беляш давайте я Очень важно себя чувствовать, ценить. В общем, да, только много бомбов падает несколько раз. Второй раз, может быть, уже ну, так и там немножко убрать эти тормозы. мы еще можем почистить. Нет, ну вообще это хорошо. Конечно, все понятно, что есть вынужденность. Потому что ограниченным местом никуда не поедешь, ничего не доснимешь. Это хорошо. Я и себе закажу. Хорошо, очень хорошо. И Очень есть за каракули, тут домашний телефон. У нас, да, Ничуть не сомневайтесь. Она сама умная девочка, хорошая. Это не то, что я. Конечно, 65-м разу. А вот неизвестно еще. Опыта было меньше. Я рада, что пришли. Солнышко.